Вы знаете, у нас в 2020 году тоже многие вещи были. И тоже слабые женщины, вы, наверное, тоже смотрите телевидение, ходят с колясочками, закладывают вход до кладбища, закладки делают, взрывчатые вещества. Поэтому сегодня уже все бдят. Слабая женщина, либо не слабая. Если люди пропагандируют какие-то террористические моменты, то надо бдить. Кто знает, кто там за плечами слабой женщины есть еще в том доме. Террористические? Так она террористка. Прывітанне. У чатах горада Калінкавічэй стала распаўсюджвацца відео, на якім зафіксіравана падзенне беспілотніка. Дык вось брутальна з дапамогай КДБ і СОБРа затрымалі тую жанчыну, камера вонкавага назірання якой зняла гэты выпадак. І сёння мы будзем разбірацца, ёсць мірнае неба над Беларусью ці няма. Так а что это, если будет лететь по небу, что-то и взорвется, так что, никуда не сообщать? Игорь Сергеевич, не совсем понимаю, что вы проговариваете. Я только знаю одно, что ситуация у нас стабильная, контролируемая, вопросов никаких не было. А если люди распространяют информацию, которая вселяет в панику в население, то к ним, наверное, и принимаются какие-то меры. Так я сам видел, как оно летело и бахнуло. Так что я, получается, панику распространяю? Я не видела, например, мы людей тоже изучали, такое, что там упало, бахнуло. Вы там живете где-то, что бахнуло или что? Ну да. Памятаеце джип, які прорываўся з украінскай мяжы на Беларусь? Вось тады трэба была паніка. Памятаеце, калі вагнераўцы былі затрыманыя перад выбарамі ў 2020 годзе? Тады таксама павінна была быць паніка. Метро ўзарвалася ў 2011 годзе. Таксама паніка павінна была быць. А тут летяць шахеды, ўзрываюцца ў небе і без панікі. Напэўна, гэта таму, што гэтую падзею рэжым не кантралюе. Ну не только я, мои соседи все это видели. Так а что нам думать тогда? Нам нужно думать, что мы живем в стране, где нас все защищают. Не, ну так а завтра ракета упадет на дом, так и будет это тоже такое же. Уважаемый Игорь Сергеевич, давайте будем говорить это самое. Мы живем с вами в стране, где соблюдаются все законы. Мы все под защитой. Если бы была какая-то ситуация, которая надо было оповещать население, там какой-то, не знаю, эвакуации, еще чем-то, то это все держит власть на контроле. Никаких ситуаций, которые внештатные, на территории Калинковического района не случались. Поэтому ваши вопросы там, я видел, я это сам, это все слухи. К нам приходит по 20 человек, видят разные видео с различных других источников, предоставляют и говорят, что это в Калинковическом районе. Понимаете? А это другие города, даже другие республики. Поэтому вселять в панику в население, чтобы люди переживали, боялись друг на друга смотреть, это неправильно. Понятно, понял. Ну, значит, будем молчать тогда. Одну секундочку. Все. Так что, Игорь Сергеевич, не переживайте, все у нас хорошо и стабильно. Ну, хорошо. А зачем так женщину задерживать жестко-то? Не знаю, не задерживала и информацией не владею, поэтому это ответить не могу. На канале силовиков хвастались, как этих мужиков, амбалов, собравцев на пенсионерку, на кого там, наслали прям 10 человек. Ну что это такое? Где же эти законы соблюдаются? Где же у нас стабильность? Чего так нервничают, если ничего не было? Вы знаете, у нас в 2020 году тоже многие вещи были. И тоже слабые женщины, вы, наверное, тоже смотрите телевидение, ходят с колясочками, закладывают вход до кладбища, закладки делают, взрывчатые вещества. Поэтому сегодня уже все бдят. Слабая женщина, либо не слабая. Если люди пропагандируют какие-то террористические моменты, то надо бдить. Кто знает, кто там за плечами слабой женщины есть еще в том доме. Террористические? Так она террористка. Ну тогда... Я такого не говорила. У вас есть вопросы, касающиеся жизнеобеспечения населения? Нет, так это самое настоящее жизнеобеспечение. Просто я вот если буду... Уже ж в Октябрьском так падало, уже ж где-то под Бобруйском. Над Гомелем сбили, тоже сняли там, я не знаю. Тоже кого-то арестовали за то, что сняли, за то, что обсуждали. Я смотрю, у вас много вопросов. Мне назовите свой номер телефона, адрес. Вам по всем вопросам тут Да, давайте. Значит, адрес. Записала. Так что, Игорь Сергеевич, не переживайте, все у нас хорошо, стабильно. Если что-то, то население информирует. Да. Ну, уже обещали, что МЧС будет информировать, когда будут лететь что-то по небу. Так и ничего. Если что-то будет, то будут информировать, не переживайте.
давайте. Ну, смотрите, если Так не что проинформируют, хорошего нам с вами дня, мирного неба. Ирина Владимировна, если не проинформируют, то я буду на вас жаловаться. Все, Имеете право. До хорошо, свидания. до свидания. Андрей Паук. Ну да. Угу. Какой у вас вопрос? Почему не предупреждали о полете беспилотников в Калинковиче, когда сбили его на днях? А кто должен предупреждать? МЧС должна сирену включать. Сирену включать? Ну, Это где-то так прописано? так вы сами обещали, что будете включать сирену. Кажется так. Когда беспилотники вылетают. Да-да-да. И ракеты, и прочее. Понятно. Ну, имейте же совесть, вы же ответственный орган. Очень ответственно. Какой еще у вас вопрос? Ну, я вот хотел по этому поводу с Игорем Викторовичем поговорить. А вы, майор Голубец, более компетентен, походу. Еще вопросы какие-то остались, по этому поводу вам Игорь Викторович не ответит. А может, он сам пускай ответит, а не вы за него? Я думаю, что нет. Ладно. Еще какие-то вопросы остались. Живе Беларусь. Всего доброго. Карацей, МЧС вас не будзе ніколі папярэджваць пра налёты злачынных ракет і беспілотнікаў. Майце гэта на ўвазе. Далей у меня з'явілася думка, што трэба пагаварыць з якім-небудзь собраўцам, прадстаўніком гэтых спецназаўцаў. Хай яны патлумачаць, чаму яны так радасна, з такой пампезнасцю са зброяй затрымліваць якіхсьці бездапаможных грамадзянаў. Просто за тое, што яны нічога не парушалі. І, дарэчы, я далей буду гаварыць пра жанчыну-пенсіянерку. Мне быццам падаецца, што гэта пенсіянерку затрымалі, а насамрэч я не ведаю. Мы не ведаем пакуль, каго затрымалі. Так што майце на ўвазе. Это вы о чем? Ну, он в Калинковичах на днях шахед упал российский. А вы куда звоните? В честь звоню, в честь. А вы кто, представьтесь? Головач Юрий Степанович. Ну, а при чем мы кому-то там? Ну, там собровцы задерживали, уже А постарались. при чем мы к СОБРу? Объясните мне. Ну, вы же Мы честь. ветераны. Мы ветераны. Не, так может вы Нет. знаете логику, что пенсионерку пугать? Вы же не по пенсионеркам обучены работать. Не знаю я. Вашу информацию надо проверять. Ну, серьезно, показали на каналах, тут у силовиков выклали. Где на каналах? В каком канале? КДБ затрымала женщину з дому, якой было знято відео падзення шахеда ў Калинковичах. Вот, стоп. Во. КГБ. Звоните туда. Все, до свидания. Слушаю вас. День добрый. Добрый. Посмотрел, как СОБР задерживает в Калинковичах женщину. Написано, что КГБ наслал. Зачем вы так с женщиной? Кто мы? Ну, КГБшники, которые дали отмашку женщину задержать в Калинковичах за то, что А вы она... кто, простите? Сейчас я объясню. Она опубликовала, Нет, как шахед... подождите, а представьтесь, пожалуйста. Головач Игорь Степанович. Шахед падает, опубликовала, ее камера наружного наблюдения. Взрыв засняла. Световую вспышку. Хлопок, вернее. Ну и приехали собровцы и уже хвастаются, как они пенсионерку задерживают. Или женщина там. И пенсионерка, по-моему. Ну что это такое? Вот все? Не, ну стыд, позор. Вы что, обучены для этого? Всего доброго. А хочаце паслухаць сапраўднага адэпта гвалту і садізму, які робіць такую брудную працу? Калі ласка, вашай увазе собравец, спецназовец Денис Булавацкий. Это какая-то хуй новости смотрю. Не, ну помню. Ну ты ж в курсе, что беспилотники летают эти российские, падают. Ты что сам знаешь? Сам ты что знаешь? Не психуй, дядя. В смысле не психуй? Ну так если ты хуй не прогоняешь как? КГБ видос выклал на своих ресурсах. Я этого не видел. нахуй. Ладно, слушай, ДК-собровцы нормальные ребята получаются. Да они вообще, блядь, лучшие, нахуй, не лучше. Я ж знаю тебя, ты вообще красавчик. Ты для чего позвонил спросить?
Но я хотел уточнить, есть ли нормальные вообще среди собравцев ребята? Ты Вот вообще за нормальный. СОБР не говори. Если ты там вообще не знаешь никого, зачем ты вообще что-то говоришь? Ну просто за державу В обидно. смысле тебе обидно? Ну потому что бугаи бегают за бабками. Так вот, вот эти вот ребята, блядь, и держат и державу, и на фоне всего мира. Да хай идут, Но- лучше за Россию повоюют, чем вот бегать. Да ты что, гонишь, что ли? А Ну, чё? твое мнение, а ты, ну, иди повоюй. Так а я буду воевать, за НАТО буду воевать вообще. Так я тебе приеду, башку отрежу твою. Так, ты, пожалуйста, не психуй, Деня. В смысле не психуй? Потому что Ну, на ещё Западе, прогоняешь, непонятно на Западе евроми платят и баксами, а тут рублями. Знаешь что, я бы таких животных бы складывал в костер, и чтобы пламя там горело так, чтобы на Западе все видели об этом. Слушай, Лука сам у Запада гроши берет. Для тебя, петух, не Лука, а господин президент. Деня, твой господин президент не может оборонить небо Беларуси и утягивая нашу краіну у гэты канфлікт. А зараз прапаную даведацца у Віталія Леановича, чалавек, які абіляе і любіць рэжым Лукашэнкі, чаму ж спатрэбілася так жорстка затрымліваць жанчыну, якая ні ў чым не вінаватая. Ты знаешь, сотрудники Комитета государственной безопасности выполняют свою работу с честью и достоинством. Я понимаю, что у тебя вопрос такой с подковырочкой. Я на него тебе отвечу так, что если эти люди посчитали, что нужно это сделать, они это сделали. Дальнейшая судьба этой женщины уже будет решаться в правовом поле. Заўважце, што толькі потым будзе лёс жанчыны вырашацца ў прававым полі. Это оригинальное видео она распространяла. Либо оно было вырезано откуда-то непосредственно тоже для того, чтобы взбудоражить общественность. И для того, чтобы проверить, насколько это оригинально, откуда она взяла, те службы, которым положено это сделать, приехали это сделали. Решили с ней побеседовать. Вспышки могут быть разные. И на самом деле посеяла панику. А у нас же сейчас общество, знаешь, как немножко в струночку натянуто, тем более Калинковичи. Ну, это приграничная территория, мне кажется, правильно? И там люди живут просто слухами. А может быть, ее попросили это сделать. Вот сейчас проверят, откуда эта фотография. Может быть, эта фотография, ну, вообще не с нашего неба даже. Виталий Вячеславович, вот только что я нашел новость на той же нашей Ниве, которая ссылается на государственные источники, что Лукашенко признал пролет беспилотников. А скажите, так можно ли говорить о том, что все еще в Беларуси мирное небо? Ну, мирное небо. Ты знаешь, Андрей, если бы у нас было мирное небо, оно не было бы у нас закрыто для полетов самолетов. Это не значит, что оно не мирное, это значит для того, чтобы все летающие объекты, которые прилетают на территории Республики Беларусь, по случайности не пострадали любой залетной ракетой, либо беспилотником, вот как в данной ситуации пролетают. Поэтому небо, где есть конфликт, он закрывается. Хорошо, тогда, а когда небо будет считаться немирным? Если мы будем непосредственно иметь отношение к этому конфликту. А вот 24 февраля 2022 года как раз-таки небо Беларуси было немирным по отношению к небу и земле Украины. Как вы помните, что российские войска атаковали из земли Беларуси и с неба Беларуси Киев и украинские города. Ты знаешь, я тебе скажу так, что если это нужно нашим государствам, России и нам, белорусам, а мы оказываем помощь всевозможную, в данной ситуации мы предоставили просто свою территорию для захода, да, мы несем за это ответственность, но при принятии такого решения, ну, это решение было взвешенное. И я тебе скажу, как гражданин Советского Союза, это такая ситуация, вот эта мера была вынуждена. А если народ принял решение не помогать Российской Федерации, то это принимается к сведению? Какой народ принял решение Беларуси. не помогать? Ну а где вот этот народ, который принял решение не помогать? Как должно выглядеть решение народа, чтобы вам послушай, было очевидно? Есть решение, которое относится только к компетенции главы государства и главнокомандующего. Его, как главы государства. Это его решение. И мы, белорусский народ, обязаны ему подчиняться беспрекословно. Так а может наоборот? Конституцией определены ему такие, возможности принимать решения за весь белорусский народ. Я грамадзяніну Лукашенко не даваў такога права прымаць рашэнне за ўвесь беларускі народ. Тым больш за мяне. А вы давалі такое рашэнне? Напішыце ў каментарах. Дзякуй за прагляд
Жыве Беларусь, да сустрэчы ў эфіры.